Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чье сердце вы украли? Кто влюбился в вас без памяти? Кто страдает? Кому вы очень-очень сильно нужна? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком не думайте. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, как интересно. То ли эту отсыпку много девушек посмотрит, но то ли вы правду какая-то знатная сердцеедка. Похитили тут 1001 сердце. Здесь так много людей вышло, я даже не знаю, с чем это связано. Здесь просто аншлаг. Вот хотите верьте, хотите нет. 1, 2, 3, 4, 5 человек. Девочки, женщины мои хорошие, что ж вы делаете? Как так, да? Столько мужиков, и все, вот смотрите, без сердец остались, да? Все сердца вы похитили. Мои милые, отсыпка, да, у нас общая. Возможно, здесь каждой девочке свой пришел, а возможно, вы действительно, прям женщина на миллион, и мужики тут просто без памяти в вас влюбляются, причем направо и налево. Вообще вас показывают под бубновой мастью. То есть вы очень благородная женщина во всех проявлениях слова благородства. То есть вы завидная невеста, вы красавица, вы умница, вы состоявшаяся женщина, да? Женщина, которая сама себя, вот, грубо говоря, сделала. Опять же, показывает, что благодаря вам, либо с вами, вот люди для себя везение открывают, да? Потому что бубны — это все-таки везение. Везение, особенно вот во всем материальном. Вы роковая штучка, что тут можно сказать? Я даже не могу, вот знаете, вот смотрю, разбегаются глаза, не могу даже сконцентрироваться. Вы какая-то уникальная. Бубны над головой, клевер под ногами. То есть это скорее как восприятие мужчин вас. То есть если я с такой женщиной, то все как бы, да, с королевой рядом. И мне по жизни теперь будут вести, мне все будут завидовать, да, и я прям сорвал джекпот. Что вы творите с этими мужиками бедными? При этом всем, смотрите, что самое интересное, вы как будто бы одна. Либо страдаете от одиночества, либо вам кажется, что вы страдаете от одиночества. Мужиков, вот, пожалуйста, завались, выбирай. А вы такая: нет, я одна. Никто на меня не смотрит, никого рядом нет. Так, то ли вам нужно умыться, протереть глаза, то ли вы... действительно, у вас, наверное, какая-то планочка очень высокая. Да, вы шикарная женщина, вы можете себе это позволить. Так, давайте, наверное, пойдем по мужикам. И давайте пойдем снизу вверх. Смотрите, здесь мужчина, который всегда рядом. Всегда рядом. То есть, либо это ваш парень, либо это ваш муж, либо это какой-то ваш друг, с кем вы постоянно общаетесь, встречаетесь. Его сердце уже давно у вас в кармане. По-другому тут не скажешь. У него нет жизни интересов. Все его жизненные интересы — это вы. Либо это ваши интересы, его интересы. Он о вас и думает, и мечтает, и всегда рядом, всегда под рукой. И только свистни, там пальцами щелкни, он уже будет рядом. Мужчина, который готов за вами и в огонь, и в воду. Мужчина, который
Может быть, он и невзрачный, давайте так, да, может быть, неказистая внешность, и вы внимания не обращаете, но у него очень добрая душа. По крайней мере, ради вас вот готов на все и сразу. Мужчина удобный, мужчина покладистый, чем-то похож на подкаблучника. Немножко у него скучный характер, но опять же невыразительная внешность. Да, может быть, проблема вся именно в его внешности, либо в манере даже подать. Вот бывают люди харизматы, у которых там внешность может быть какой угодно, да, самой заурядной. Но человек благодаря своей харизме, он прям такой заметный, да, всем заметный. А этот очень скромный, либо такой немножко даже замкнутый, но он всегда с вами рядом. Всегда рядом, всегда смотрит на вас вот этим взглядом щенка, влюбленного щенка. По-другому сказать не могу. То ли вы уже пробовали с ним, и вам что-то не понравилось, то ли это вообще не ваш вариант, то ли вы действительно видите в этом человеке там, бывшего, либо просто друга. Он чуть ли не молится на вас. Прям такой, знаете, в рот вам заглядывает. Про таких мужчин говорят. Давайте я сразу на картах посмотрю, что с ним не так. Вроде и мужчина неплохой, а вы почему-то его не хотите, не замечаете. Он у ваших ног. У ваших ног он всегда рядом с вами. Что не так с ним? Почему вы его не замечаете? Что не так с этим мужчиной? Но вы с ним были связаны, что-то вот вас связывает с ним. Ну, он вам не интересен. Это либо как пройденный этап в вашей жизни, и вы такая, ну фу, не хочу. Уже была, уже пробовала. Может быть, страсти закончились, эмоции ушли, и вы о ком-то другом думаете, либо кого-то другого хотите. Да? Кто птица высокого полета? Зачем вам этот щенок? Да? Вам птица высокого полета нужна. Да, вы были связаны. Мне почему-то кажется, что это ваш парень, с кем вы никак не можете разорвать отношения, либо какой-то ваш бывший друг. Хорошо, кто? Ага, тот, с кем типа было, но не срослось. Ну да. Ой, девчонки, ну видите как. И неплохой, но не ваш, да, либо вы его не хотите. А он ради вас на что угодно пойдет. Он прям спит и видит, как бы вас своей назвать, как бы вас, я не знаю, под венец повести, ну, потому что вы ему всю душу растеребили. Если бы он, может быть, не был таким скромным, либо скучным, у вас бы, наверное, все получилось. Да, может быть, он вам не совсем соответствует. Либо не ваш уровень мужчины, да, вам нужно кого-то прям действительно поярче, покруче. Но хороший, он вас точно не обидит. Как друг прям вообще идеальный, на него прям закрытыми глазами можно положиться. Дальше, с левой стороны. С левой стороны у меня мужчина не свободный вышел. Не свободный, и вот он сердце свое в руках держит, вам предлагает. То ли за вами какой-то женатик ухаживает, то ли вы в романе с этим человеком состоите, но вы уже как ничего не ждете, либо ни на что не надеетесь, просто там от скуки, например, да, завязали с ним отношения. Но то ли этот мужчина, он, знаете, как это, на двух стульях все метит, да, на какой стульчик ему сесть. Он вроде как и предлагает, и не прочь, и влюблен по уши, но с другой стороны он привязан. Он привязан, причем ну, достаточно крепко привязан к семье, наверное, к детям. Опять же, дом у него там, что у него там, общее имущество. Тут мужчины разные бывают. Кому-то дети нужны, кто-то за детей переживает, а кто-то за имущество. Да. Кстати, очень похоже, что мужчина занимает какую-то должность, да, это может быть какой-то руководитель, либо хозяин бизнеса, может быть чиновник мужчина. Не прочь он с вами закрутить, и сердце свое он вам уже отдал, но между вами какая-то пустота просматривается. Пустота. Может быть, вы ему ультиматум поставили, да, что вот выбирай. И пока не выберешь, да, ко мне не подходи. А может быть, просто отказали, зная, что он женат. Сказали, что я с такими дел не имею. Но он прям влюблен, очень сильно влюблен. И его любовь, она с каждым днем все сильнее и сильнее становится.
Девочки, хотите верьте, хотите нет, но у кого-то из вас отыграет, то именно с этим мужчиной в будущем вы якорь бросите. То есть все-таки ответите, наверное, на его любовь и соедините свою жизнь и судьбу. Потому что якорь рядом с ним выходит. То есть, возможно, он вас уболтает, уговорит, разведется, поменяет свою жизнь ради вас. Не у всех, у кого-то конкретного отыграется, что мужчина сейчас женат, но ради вас он поменяет свою жизнь, он все там перечеркнет, вычеркнет и будет предлагать вам не только свое сердце, но и всего себя в придачу. И именно с этим мужчиной вы бросите якорь. Кстати, будете очень с ним счастливы. Ну, время покажет, да, на сегодняшний момент пока между вами пустота нарисовалась. Дальше. Парень, красивый парень, на коне, он постоянно на коне. То ли у него машина, и он из нее не вылазит, то ли он работает, да, ну, на транспорте. Может быть, постоянно в каких-то поездках, разъездах, да, такой, ну, гость, назовем его так, приезжает, уезжает. Этот парень, он гулящий, сразу вам говорю. У этого парня куча девушек в разных местах. И он такой, знаете, он красавчик, он там, женщину ему соблазнить ничего не стоит, как говорят, 2 пальца обоссать, да. Вот он такой, он, конечно, крутой любовник, и он умеет найти подход к любой женщине. Ему никто не может отказать, ну, кроме вас. А вы как-то на него скептически смотрите, вы такая, сейчас разбежалась. Ты пойди меня заслужи, да, ты докажи, что ты меня достоин. Вот вы как будто бы сопротивляетесь. Он и так, и сяк, и уже там все, что мог, применил. А вы все такая, нет, и все. Да, нехочуха. Включили нехочуху на всю. И бедному парню весь мозг вынесли. Но смотрите, какая здесь штука произошла. Чем больше вы ему отказывали, тем больше он в вас влюблялся, тем больше он терял контроль над собой, тем больше он к вам прям приклеивался. Очень влюблен. Я не буду говорить про любовь, я могу сказать про влюбленность. Безумно влюблен. Он, ну, прям бредит вами, что ли, бредит. И вот вижу, что этот парень, он прям отчаянный такой, отчаянный, он может что угодно вытворить. Он даже на какой-то риск пойти, да, вот типа геройство, вот смотри, как я могу, это ради тебя. И вы такая, боже, какой кретин, зачем ты это делаешь? Вы, скорее всего, знаете о его этой лихой репутации, вы знаете, что у него там куча любовниц, вы знаете, что он там, ну, во всех кроватях города и области побывал, да, может быть, страны. И вы такая, ну нет, зачем мне этот second-hand, назовем его так. Хотя в правильных руках этот парень, он может очень поменяться. Из этого парня, кстати, очень хороший семьянин получится. То есть это он пока молод, он гуляет, он там во все тяжкие идет. Но когда придет время там, ему жениться, либо он женится, он очень остепенится, станет таким домоседом, таким порядочным отцом, хозяином семейства, порядочным мужем. Очень, кстати, он любит домашнюю работу, он, по-моему, очень хорошо готовит, потому что он чашку на себе показывает. То есть там кофе 100% вкусно варит. Мужчина, который будет там и стирать, и гладить, и всячески вам помогать, и с детьми будет сюсюкаться, ухаживать за детьми. То есть тут внешность немножко обманчива в этом парне. Но опять же, пока с ним не сойдешься, не узнаешь, не попробуешь. Вот. Девчонки, он сейчас то ли уехал, то ли должен будет уехать в ближайшие дни. А вот вижу, что у него какая-то вот прям цель, задание, цель он себе поставил. Какой-то временной промежуток он себе выделил. Видно, он будет в вашем городе находиться, либо у него не будет командировок, и он прям будет измором вас брать, будет вас добиваться. И чем больше вы ему отказываете, тем больше вы его распаляете. Это 100% показано. То есть, если вы понимаете, что этот парень прям вообще не ваш вариант, и вы хотите от него избавиться, ну тогда идите на свидание. Идите на свидание с ним и там, начните от него требовать каких-то невозможных вещей. Поверьте, собьете ему охотку, да, как он только поймет, что вы пошли с ним на свидание, что вы там согласны, и такая, все там, женимся, детей заводим, его спесь поубавится. Хотя, конечно, не факт, потому что он влюбился в вас,
Но если будете дальше отказывать, то он прям полюбит по-настоящему и со всеми вытекающими. Такой, знаете, ядреный парень, назовем его так. Дальше за спиной у вас стоит явно какой-то бывший, причем бывший, который пьет. Он пьет алкаш, я так понимаю, либо он в последнее время много пьет. Бывший, после того, как вы расстались, у него жизнь просто под откос полетела, как будто бы жизнь рухнула. И вы расстались, потому что он себя так вел, потому что он себе очень многое позволял, и при этом вас он очень сильно подавлял. То есть все, что можно было ему, ни в коем случае нельзя было вам. Когда вы расстались, его жизнь ушла под откос. И сейчас он пьет, потому что больно, горько, потому что остался у разбитого корыта, назовем это так, ну, либо с бутылкой остался. Человек, который и любит, и ненавидит, давайте так скажем. Просто после вас он никого уже не мог принимать, ни с кем он не мог, ну, радости ощущать, назовем это так. То есть и в постели ему никто после вас не подходит, и по жизни никто не подходит. Ну, конечно, кто такого взбалмошного человека будет терпеть? Только вы могли терпеть. Вот. И жизнь пошла под откос. Он то плачет по вам, где же ты, моя любовь? Вернись, я все прощу, то он вас ненавидит, что типа вот из-за тебя ты мне испортила вкус к женщинам, я теперь ни с кем счастливым не могу быть, никто с тобой сравниться не может, а зачем ты появилась, ты мое проклятие, да? Он такой, знаете, в отчаянии, перебывает в отчаянии. Кстати, стоит за спиной, значит, будет делать попытку встретиться, либо попытку даже вас вернуть. Это я вам так на всякий случай, чтобы вы знали, были в курсе. Дальше. Не могу понять, то ли разведенный, то ли вдовец. Мужчина с детьми мне показывают. Мужчина с детьми, у него дети есть. Тут 1 либо 2 ребенка. Он с детьми живет, и отец он очень хороший. Разведенный, либо вдовец. Да, дети могут быть как и маленькие, так уже и взрослые дети. Но он живет с детьми, либо живет для детей. Этот мужчина, он давно к вам присматривается, но он очень осторожный, он очень аккуратный. Опять же, либо развод был очень тяжелый, либо потеря любимой жены очень сильно подорвала его сердечко. И к вам он прям присматривается, ловит себя на мысли, что после той несчастной любви, которая была в его жизни, драматичной любви, только вы ему интересны, другие женщины не интересны. Он присматривается, принюхивается, примиряется, но не решается к вам подойти. Хотя, судя по этой картинке, вы у него из головы вообще не выходите ни день, ни ночь, постоянно мысли о вас. И он еще об этом, скорее всего, сам для себя не знает, не открыл, но его сердце уже бьется только в вашу сторону. Вот в таком ключе показали. Мужчина сам по себе, он спокойный, тихий. Вот что мне не нравится, что он прям в детях своих растворяется. Он не живет своей жизнью. Да? Возможно, потому что не с кем жить своей жизнью. Да? Жена умерла, либо в разводе. Либо это какой-то сознательный выбор, да, раствориться в своих детях. Такой мужчина может годами любить и так и не решиться к вам подойти. Понимаете, вот в этом проблема. И девушки, женщины, если вы понимаете, о ком я говорю, этот мужчина вам симпатичен, и здесь не грех и самой сделать первый шаг. То есть он такой, знаете, его нужно в обороты брать, а то он слишком долго будет стесняться, страдать там молча, тихо, сам собой. Но опять же, жить для своих детей. А так из него вполне себе отличный не только муж, но и друг получится. Да? Такой надежненький, простой, добрый человек, с кем вы будете жить, не то жить. И вообще такой, знаете, покладистый мужчина мне идет. Теплый, добрый, покладистый. Опять же, у него опыт семейной жизни есть. Он детей любит, своих любит, ваших полюбит. Такой, знаете, неплохой вариант. Вот. Но его надо, девочки, брать в оборот. Иначе будет так годами любить, страдать, но не подойдет. Такого показали. Так, и еще один персонаж. Я не знаю, они когда-нибудь закончатся. Что вы делаете с этими мужчинами? Расскажите, вот просто для интереса в комментариях напишите, что вы делаете, что столько мужчин вам свои сердца отдают. Так,
Здесь мужчину показали, ну, каким-то, знаете, далеким, далеко он от вас. У вас общение то ли в интернете, по переписке. Возможно, вы даже с ним особо и не общаетесь. Возможно, он на вас подписан в соцсетях и постоянно просматривает ваш профиль, ваши фотографии, ваши посты. Человек, который больше, можно сказать, влюбился в ваш образ. Да? Образ, который вот на фото. Не вас реальную, какая вы есть на самом деле, а любовь по фотографии, любовь в интернете. Этот человек вас представляет просто какой-то небожительницей. Вот он прям уверен, что у вас там крылья за спиной, уверен, что там под косой луна, либо звезда блестит. Ну, что вот вы прям совсем ангел, да? Не простая женщина из плоти и крови, а явно вот сошли с небес на нашу грешную землю. Он вас, конечно, тут приукрашает, очень приукрашает. Он о вас всем рассказывает, о том, что есть такая вот дивная женщина, которая там с ней никто не сравнится, самая прекрасная, самая желанная, и что, походу, он влюбился, да, либо вы запали настолько сильно ему в душу, в сердце, что кроме как о вас он ни о ком другом думать не может. Но у этого далекого мужчины, у него какая-то семья большая, либо у него, ну, допустим, он живет со своими там родителями, братьями, сестрами, да, одним большим домом. Почему-то вот прям показали очень много людей вокруг него. И, может быть, какие-то условия жизни странные, не общепринятые. Может быть, этот мужчина иностранец, да, может быть, у этого мужчины слишком большая разбежность с вами в культуре, в образе жизни, в восприятии жизни. Опять же, религия может быть другая. То есть их там много. Вот, они все живут под одной крышей, и он им всем про вас рассказывает. Показывает, говорит, вот смотрите, вот она, женщина моей мечты. И они такие, о, да, красивая. Вот так мне идет. Да, здесь больше любовь к образу, к вашему. Не к вам настоящей, реальной, а именно к вашему образу. Возможно, вы переписываетесь с мужчиной-иностранцем, и вы не знаете, как он к вам относится. Да безумно влюбился в вас. Влюбился, но опять же, не вас, а ваш образ. Вот. А это как бы чревато, понимаете? Чревато. Ему вот кажется, что вы прям вся такая, знаете, воздушная, что вы не ходите, а летаете, что вы вот принцесса настоящая, да, вот так он относится. Он там, возможно, стихи пишет в вашу честь, может быть, там рисует портрет с вашей фотографией, да, вот чем-то таким занимается. Но там очень много людей в курсе его сердечной привязанности к вам. Но если бы вы могли это все увидеть, вы бы ахнули, сказали, о боже, зачем мне это все? Вот. Человек, он простой, со своими какими-то особенностями. Опять же, культура, религия мне показана. Есть различие, которое может стать камнем преткновения. Это серьезно, понимаете? Это либо вам нужно всю свою жизнь вот сломать, да, заново начать, либо ему. Для таких отношений, я не знаю, тут такая безумная любовь нужна, такое самопожертвование, что навряд ли, наверное, вы согласитесь, причем в таком изобилии других мужчин. Хотя кто его знает, время покажет. Пока между вами нет каких-то серьезных обстоятельств, почему бы я могла судить, что у вас с ним что-то сложится. Общение, может быть, да, переписка может быть. А может быть, вы и не в курсе, что этот мужчина в вас влюбился и ходит там, всем про вас рассказывает. Рассказывает, что вы его женщина, вы его судьба. Ну, вот как-то так мне выходит. Ну, а вы, конечно, звезда, тут по-другому и не скажешь. Звезда пленительного счастья. Девушки, мои хорошие, сколько бы вам лет не было, как бы вы ни выглядели, вы безумно красивая, вы безумно привлекательная. И здесь мужики действительно по вам сходят с ума. Здесь вот они сами свои сердца вам готовы отдать, лишь бы вы взяли. Вот, выбирай, не хочу. И, в принципе, есть и более-менее нормальные кандидаты. И как бы каждый из них будет счастлив составить вам пару, составить вам надежное партнерство. Вот. И также я вижу, что здесь нам еще показана какая-то встреча, которая ждет вас буквально вот в самое ближайшее время. Встреча
которая все может поменять в вашей жизни. С каким-то мужчиной вы должны скоро встретиться. То ли знакомый, то ли новый, не могу сказать. Но этот мужчина, он у вас впереди. Этот мужчина вам как будто бы дверь в новую жизнь может открыть. Причем со всеми вытекающими. Поживем, увидим. Вас же я, мои хорошие, действительно прошу, поделитесь этим секретом. Что вы такого с мужиками делаете, что, смотрите, прям набежали в мою отсыпку, куча мужиков, и все свои сердца вам поотдавали. Правда, прям интересно. На этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.